Юрия Иванющенко с декабря 2014 года подозревали в незаконном обогащении и организации хищения государственных средств в особо крупных размерах. Экс-депутат партии регионов и соратник Януковича был объявлен в международный розыск. Правда, в апреле нынешнего года Интерпол сменил его статус, заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко. И, конечно, об этом, что происходило, было известно высшему руководству государства, в том числе президенту Порошенко. Я в этом убежден. Я считаю, что мы имеем дело с заговором. Закрытие дела одиозного олигарха произошло не без ведома Генеральной прокуратуры Украины, уверен председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Руководителем прокурора в деле Иванющенко был господин Столярчук, заместитель Шокина, которого Луценко оставил в своем штате своим заместителем по следствию. Я убежден, что Юрий Столярчук убил дело Юрия Иванющенко. С назначением нового главы государства система власти не поменялась, в том числе и кадровая политика гаранта Конституции, резюмирует политический эксперт Николай Спиридонов. Господина Порошенко сейчас точно так же его сын является депутатом Верховной Рады, как и сын Януковича был депутатом Верховной Рады. На пресс-конференции президенту задают соответствующий вопрос. Известно, что генпрокурор – это ваш кум, министр информационной политики – это ваш кум, депутат от вашей партии – ваш кум, и также ваш сын является депутатом вашей партии. Во времена Ющенко это называли «дорогие друзья», во времена Януковича – «семья». Объясните, пожалуйста, чем вы отличаетесь от предшественников? Чем отличаюсь, вы видите сами, но если вопрос есть по поводу моего сына, в отличие от любых других, он победил честно, убедительно на мажоритарном округе. Вместе с тем в Генпрокуратуре утверждают, что производство в отношении Иванющенко продолжают активно расследовать. Меня интересует дело Иванющенко. В связи с этим все уголовные производства в отношении него перейдут в департамент специальных расследований. Тем временем из СИЗО под денежный залог собирается выйти первый вице-губернатор Николаевской области Николай Романчук. Чиновника задержали из-за подозрений в получении крупной взятки. Кроме того, украинское общество поразило имущество Романчука. 4 особняка на одном квартале, а под ними тоннели. Их обнаружили случайно во время обыска. Здесь сотрудники СБУ нашли золотые слитки, старинные иконы и множество других ценностей. СМИ шутливо прозвали чиновника Али Бабой. Судить его решили в Одессе, но на первом же заседании увезли в больницу с повышенным давлением. И там он пробыл недолго. Больной выписан, его нет уже в больнице. Многие эксперты уверяли, задержанный пустится в бега. Но на следующий день Романчук явился в суд. Там он заявил о своей полной невиновности, а обсуждение своего состояния назвал неуместным. Есть определенные зарплаты, которые я получал последние 40 лет. Если их сложить в кучу, это очень большая сумма. Это те средства, что дают мне право сказать и доложить: да, это я заработал. Доводы чиновника и его адвокатов суд посчитал недостаточными. Романчука решили оставить под стражей, дело продолжат рассматривать. 5 миллионов 512 тысяч гривен. Подозреваемый остается под стражей, но может выйти после внесения залога. Вместе с Романчуком задержали еще 3 местных чиновников. В прокуратуре утверждают, все они задействованы в этой коррупционной схеме. Марина Ступак, Аскольд Серко и Всеволод Ананьев. Настоящее время.